Здравствуйте, это вечерняя смена в студии Ирина Газаева. Мы работаем в прямом эфире. Неделя киберграмотности пройдет в Северной Осетии с 20 октября. Мероприятие проводит Южное главное управление Банка России при поддержке Ассоциации развития финансовой грамотности. Как распознать мошенников и грамотно действовать в случае подозрительных звонков, говорим сегодня с гостем студии. Добрый вечер, спасибо, что пришли к нам в студию. Ну вот сегодня насколько актуальна вообще эта тема и где будет проходить мероприятие? Добрый вечер. Да, действительно, тема, на наш взгляд, на сегодня достаточно актуальная. И связано это с тем, что, к сожалению, количество преступлений в этой сфере растет. Уже они давно, в принципе, да? Да, они давно, но они не уменьшаются. И во многом это связано, конечно, с тем, что мошенники совершенствуют свои способы, а граждане недостаточно финансово грамотны и не могут зачастую этих мошенников распознать. Что касается... Ну вот это, наверное, граждане, извините, более так, пенсионного возраста? Да нет, абсолютно любой человек может попасть. И у меня, у самой масса знакомых, кто попадали в такую ситуацию, достаточно продвинутые, образованные люди активного возраста, далеко не пенсионного. Но мошенники, они настолько виртуозны в своих делах, что сложно очень их распознать. Ну, на сегодняшний день мы выделяем несколько видов такого мошенничества. И первый вид – это телефонные звонки от мошенников, так называемая социальная инженерия. Вообще задача мошенника всегда, она одна – выудить максимальное количество персональных данных гражданина, данных его карты, паспорта и так далее, с тем, чтобы какими-то незаконными способами попытаться украсть его денежные средства. Что такое социальная инженерия? Мошенники ведут себя очень грамотно. Они не просто вам звонят и представляются неизвестно кем. Они звонят, представляются представителям известного банка какого-либо. К вам они зачастую при этом обращаются по имени, отчеству, могут еще какие-то ваши данные упомянуть. И у вас сразу же срабатывает, что да, ну раз он знает, как меня зовут, и мое отчество, и мою фамилию, и мой телефон, значит, точно это работник банка. А вот интересно, эти данные, как попадают к этим мошенникам, наверняка, это же и соцсети тоже, там все есть. Пожалуйста, зашли в Facebook. Совершенно верно. Это по большей части данные с открытых источников, конечно. Это один путь, по которому попадают наши данные к мошенникам. А второй путь, когда граждане опрометчиво совершают покупки на каких-то сомнительных интернет-сайтах, а чтобы покупку совершить, естественно, ты вводишь данные своей карты, и недобросовестные люди, они аккумулируют эти данные, дальше их передают своим коллегам-мошенникам. То есть на самом деле разыскать наши данные достаточно легко. И вовсе не означает, что не надо пользоваться теперь никакой социальной сетью. Да, потому что в современном мире без онлайн-покупок мы уже себя, наверное, не представляем, а дальше еще больше. Конечно, безусловно. Поэтому мы не говорим о том, что прекратите пользоваться соцсетями. Да, это на самом деле в современном мире невозможно. Мы говорим о том, что будьте финансово грамотными. И если вам позвонил кто-либо, представился работником банка, надо выяснить фамилию, имя, отчество, должность и положить трубку. А дальше перезванивать в банк по номеру, не с которого вам звонили, не который вы найдете в интернете даже, а по номеру, который указан на обороте вашей карты. Потому что, как правило, вам же звонят с того банка, клиентом которого вы являетесь, у вас есть эта карта. Поэтому необходимо уточнить фамилию, имя, отчество, должность, положить трубку и в ручном режиме набрать номер банка, указанный на обороте карты. И, ну, конечно, в 99% случаев вам скажут, что
никто не звонил, такого работника у нас нет, и будьте бдительны. Но вообще банки как часто звонят своим клиентам и по каким вопросам? Знаете, банки могут звонить своим клиентам, они могут предлагать какие-то новые продукты, но они никогда не будут предлагать совершить онлайн-операцию вот сразу сейчас во время этого звонка. И уж тем более банки никогда не звонят клиентам с сообщением, что вот с вашего счета мы видим, списываются деньги, и вам надо, значит, там немедленно перевести их на другой счет, потому что ваш счет взломан. И чтобы мы быстро перевели, быстро скажите нам ваши данные, и человек, он не успевает проанализировать, да, а как, собственно, тот может видеть, что они вот-вот списываются, да, но это же в принципе невозможно. И человек в панике, поскольку мы же не зря говорим, не просто мошенники, а именно социальные инженеры, они именно играют, ну, скажем так, на струнах наших душ. То есть психологи. Они очень хорошие психологи, они нагнетают, они вызывают тревожность. Чтобы быть более правдоподобными, очень часто фоном включают шум большого колл-центра, да, чтобы у человека сразу создавалось впечатление, что это какой-то большой операционный зал большого банка, и вот оттуда ему звонят. Поэтому вообще не стоит вступать в разговор, что-то там в какую-то полемику. Как я сказала, спрашиваете фамилию, имя, отчество и кладете трубку. И перезваниваете в банк. То есть все эти звонки о том, что с вашего счета списываются деньги, конечно, это все абсолютно мошенники. Но чаще всего только такая информация распространяется? Нет, не только такая. Более того, и виды мошенничества не только такие. Вот одним из тоже очень широко распространенных видов мошенничества является так называемый фишинг. Фишинговые сайты и сейчас уже и фишинговые письма. Ну, это вообще такое, фишинг переводится с английского «рыбалка», «выудить». То есть смысл этого вида мошенничества заключается в том, что мошенник пытается выудить максимум информации про вас. Каким образом это происходит? Как правило, они создают фейковые сайты известных компаний, и когда вы в поисковике там вводите какой-то адрес, название компании, то вы можете перейти не сразу на официальный сайт компании, а можете перейти вот на такой фейковый сайт. И это возможно. Но само по себе оно опасности не влечет. Опасность возможна только в том случае, если вы начнете совершать какую-то сделку, какую-то покупку. Ну, на самом деле все известные, серьезные, крупные онлайн-торговцы, да, крупные, те, кто торгует, предоставляют какие-либо услуги, они, конечно, в большей степени защищены, нежели мелкие компании. И подделать все-таки их сайт в полном виде невозможно. Можно там подделать какую-то одну страницу, сайт сложнее. И еще есть такое понятие, как фишинговые письма. Это когда вам на почту приходит письмо от какого-то контрагента или от какой-то компании, с которой вы уже взаимодействовали. То есть мошенники взламывают вашу почту, видят, с кем у вас переписка, возможно, какой-то ваш поставщик, с кем вы общаетесь на предмет поставки какого-то товара, да? Такое же возможно. И вот это какую-то ссылку, перейти по ней, да? Да, присылают фишинговое письмо, по которому там предлагают, что вот наши реквизиты изменились. Допустим, вы же всегда платили там на какую-то карту или по каким-то реквизитам. Вам говорят, что наши реквизиты изменились, теперь нам вот направляйте деньги туда. Само по себе это письмо ничего страшного, но ни в коем случае нельзя это делать. Надо позвонить своим, так сказать, контрагентам, партнерам, да, и уточнить, действительно ли у вас изменились реквизиты, действительно ли вы направили мне такое письмо,
и так далее. То есть не лениться перепроверять какую-то информацию, перепроверять конечного получателя, когда собираешься совершить какую-то финансовую сделку, приобрести какой-то финансовый продукт. А потом и дети очень часто в интернете покупают. Вот случаи такие бывают, что дети взяли карточку мамы, да, папы? Такие случаи бывают. И здесь, конечно, очень сложно совсем их предотвратить. Но на этот случай, как правило, абсолютно все специалисты в области борьбы с мошенниками советуют иметь специальную карту для интернет-покупок, на которой будет минимальная сумма. А еще лучше, вот собрались вы что-то в интернете купить, или скажите ребенку, да, что вы ему купите, пусть он вам скажет, что вот он скажет, а мама, я хочу себе купить какую-то там новую игру, вот она стоит 300 рублей. Вот вы ровно 300 рублей на эту карту переводите, и с нее оплачиваете. То есть для оплаты интернет-покупок мы рекомендуем иметь специальную карту, а не ту вашу основную зарплатную, где, допустим, все средства находятся. Да, спасибо. Ну вот давайте о неделе киберграмотности. Где она будет проходить? Неделя киберграмотности будет проходить в онлайн-пространстве. Само название на это наталкивает. Значит, можно будет посмотреть различные вебинары, активности. Они будут на YouTube-канале Ассоциации развития финансовой грамотности. 20 октября будет очень интересное мероприятие «Финансовый квиз», пройдя который человек сможет, во-первых, оценить свой уровень финансовой грамотности, насколько он владеет вот различными инструментами. В игровой такой форме, да? Да, чтобы себя защитить. Ну и сможет получить ответы на многие интересующие вопросы. В рамках этой недели будет вебинар, который будет называться «Родительское собрание». Как раз для родителей, да, чтобы прививать детям правильную вот эту интернет-культуру, да, и финансовую грамотность. Кроме того, будут вебинары, посвященные как раз как распознать вот эту социальную инженерию, да, наиболее часто используемые методы мошенниками, чтобы не попасться к ним. Вот. Еще раз повторюсь, эти мероприятия в основном все будут проходить на YouTube-канале Ассоциации финансовой грамотности, а расписание и ссылки на них можно посмотреть на региональной странице нашей на сайте Банка России. Спасибо. И все-таки, что нужно сделать, если удалось, вот человек обманулся? Что нужно в этом случае делать? Первое, что нужно сделать, звонить в банк по номеру на обороте карты и заблокировать карту. Дальше, если это не была социальная инженерия, а что-то другое, написать заявление. Ну, то есть, если вы не сами добровольно перевели, а если какая-то ситуация... Заявление в банк? Да, в банке написать заявление, что вы не давали согласия на эту операцию. И банк будет 60 дней, у него есть на то, чтобы это заявление рассмотреть. Но параллельно с этим надо обязательно подать заявление в ближайшем отделении полиции. Это вот, собственно, основное. Да, поскольку органы внутренних дел, они уже наработали и компетенции, и способы, и методы. Возвращение средств? Ну, мы не говорим о том, что абсолютно все средства возвращаются, но какая-то часть возвращается, да, конечно, безусловно. Спасибо, спасибо большое. Информация нужная, интересна. Удачи вам в вашей работе, всегда вам рада в этой студии. Спасибо большое. Спасибо. У нас реклама, а потом продолжим. Продолжаем эфир. Сегодня мы отмечаем день рождения остинского поэта, публициста, основоположника остинской литературы Косталя Ивановича Хитагурова. Во всех учебных заведениях республики звучат стихотворения поэта. Также сегодня состоялось вручение престижной премии имени Косталя Ивановича Хитагурова за произведения литературы и искусства, получившие общественное признание. Все эти годы творчество и личность Коста Хитагурова не пропадали из виду исследователей и филологов. Благодаря Артемию Мирикову главный поэт Осетии станет сегодня ближе. Добрый вечер, Здравствуйте. Артемий. Очень рада видеть тебя в этой студии. Но вот, насколько я знаю, в 1 классе у тебя даже был диплом за рисунок Коста. Да, что это было? Это вообще самая первая из многих моих многочисленных наград.
В первом классе я учился тогда буквально первый-второй год в любимом нашем Дворце пионеров. Ходил на много кружков. Один из любимых был это и ИЗО. Изобразительное искусство. И вот как раз в октябре месяце, к очередной годовщине, со дня рождения Коста Ливановича Хитагурова, вот я сейчас понимаю, что это был 2011 год, то есть это было ровно вот 10 лет назад. И надо было нарисовать его, либо сюжет, связанный с его произведением, либо портрет Коста Хитагурова. Я выбрал нарисовать портрет, даже где-то вот в сети. У меня есть такая фотография, я так стою, держу вот этот большой ватман, обнимаю, и там такой Коста Хитагуров с достаточно такой кучерявой шевелюрой, я его изобразил. Держит в руке перо, значит, стихи свои написанные на фоне гор, башен родовых остинских. И наверху я еще добавил, тогда я впервые узнал эти слова: «Весь мир мой храм». Больше не поместилось, просто места не было, поэтому я написал «Весь мир мой храм». И вот во Дворце пионеров, в актовом зале были презентации этих работ, и надо было выйти и рассказать. И вот тогда я вышел, и эту работу представили, и вот тогда я сказал: ну, здесь у меня только «Весь мир мой храм» поместилось, но я знаю, что там еще есть слова. И вот рассказал, выступил. Я помню, как тогда это меня готовил педагог: как ты скажи, как изображено, что у тебя вот какая техника, какими ты маркерами рисовал. У меня черно-белый такой. То есть это было, у тебя была какая-то школа художественная, да? Ну, кружок во Дворце пионеров, да, я увлекался. Дальше вот не пошел этого. И у меня еще такая инициатива была в конце. Вот педагог меня научила, как сказать правильно, характеристики, картины, все. И в конце моя инициатива я еще взял и так, я говорю: «Царство небесное Коста Хитагурову», и перекрестился. И это, я помню, такой фурор на всех произвело. Вот, собственно говоря, за рисунок и за его презентацию мой первый диплом. И так получается, что первый диплом как раз было первое место. И я особо гордился, что это не просто какая-то грамота, купленная в магазине, ну, как покупают в специальных магазинах призов, да, а что там еще и портрет, фотография Коста Хитагурова с кинжалом знаменитая, что вот это специально к этому конкурсу готовились, поэтому вот так у меня начиналось. Ценно. Но ты продолжаешь изучать жизнь Коста Хитагурова. Да, в основном, конечно, многие знают, у меня такая направленность — это ратная военная история Осетии Алании. Но я на ней, не только на ней сосредоточен, вообще меня, в общем, история интересует. Ну и так как Коста Хитагуров — это наш национальный герой, вот буквально сегодня, когда был в Остинской церкви, достаточно долгое время там провел, и туда пришло очень много молодежи, организовали это комитет по делам молодежной политики и спорта администрации города совместно с молпарламентом. Вот они организовали, то есть, ну, очень приятно, что молодежь что проходит. проходило, да? Ну, возложения, как обычно, там и дети, 13-я школа были, там другие школы, ну и вот в том числе ребята пришли, уже студенты разных колледжей, институтов, ну и меня тоже перед ними попросили выступить, там я... Ну, я выступил, сказал пару слов, и я вот так всегда говорю, и им тоже сегодня сказал, я говорю: вы знаете, говорю, в Осетии есть два человека, которые добились таких высот, хотя у нас плеяда выдающихся людей, но эти таких высот добились, что можно не называть их многочисленные регалии, не перечислять все их звания, не называть даже их фамилию, просто достаточно сказать их имена. И каждый, вот это одно слово, одно имя скажет гораздо больше. Я говорю: вы мне сказать или вы сами скажете? Они говорят: мы сами скажем. Я говорю: скажите. Они говорят: это Коста и это Иса. Поэтому в том числе, конечно же, я изучаю вот и биографию Коста Хитагурова, но так как, конечно же, у меня особая любовь к военной истории. Что-то новенькое ты расскажешь. Да. Так. Вот, например, я принес это копии с архивов. В свое время я писал работу по Крымской войне, и вот здесь у меня представлен... А вот, наверное, камера сюда. Послужной список, значит, его отца Львана Элизбаровича Хитагурова, достаточно интересный, который нам поведает о биографии его отца, потому что все-таки, как я тоже сегодня сказал своим сверстникам, не было так, что вот раз... и появился Коста, раз, и появился Иса. У них же были тоже свои старшие, у них было с кого брать пример, в том числе там и у Саплиева, но если сейчас мы говорим о Коста Хитагурове, то у него был, конечно же, вот его отец, с которым у него вот произошло вот это разногласие, да, к которому он часто обращался, и он его уважал, это видно по его произведениям. И вот достаточно такая потом личность... еще и с мачехой были да, тоже, да? Ну вот отец, у него достаточно личность героическая, надо отметить. Он как-то немного остается в тени своего сына, как это часто бывает с великими людьми. Но так или иначе, вот можно показать. Значит, это у нас 1 января 1863 год.
послужной список. Ну, я думаю, можно зачитать интересные факты из него, да? Значит, послужной список прикомандированного воина к Терскому конно-регулярному полку прапорщика Хитагурова, составлен 1 января 1863 года. Значит, прапорщик Ливан Хитагуров, должность суболтерный офицер, ну, то есть младший офицер. Надо понимать, что прапорщик тогда в царской армии это звание самое низшее, офицерское, но офицерское звание. Значит, ордена и знаки отличия. Имеет медали за усмирение восстания в Венгрии и Трансильвании 1849 год, бронзовую медаль на Андреевской ленте в память Крымской войны 1853-56 год. А это очень важно, потому что у нас долгое время думали так, что первая такая крупная война, в которой остины отличились наравне с русскими войсками, это была русско-турецкая война 1877-78 года. А тут вот доказательство, что и в Крымскую войну уже достаточно много остин воевали, в том числе отец Хитагуров, и даже в более ранней. Вот здесь, например, за покорение Чечни и Дагестана в течение 857, 58, 59 годов. Значит, дата рождения. В интернете часто можно встретить 1810 год, но здесь указан 1819 год. Архивные документы, с ними не поспоришь. Отец Коста Хитагурова был из нарских дворян. То есть, несмотря на то, что у Коста было достаточно бедное детство, это не какой-то там мальчик... Ну, дворянского происхождения, дворянского, да. благородного происхождения. Другое дело, что здесь дальше будет статья, имеет ли он имущество уже ближе к концу. И написано, что имущество он не имеет недвижимого имущества, то есть недвижимости у него нет. То есть не надо путать богатство с благородством. То есть он дворянского происхождения, но какого-то недвижимого имущества, то есть, допустим, магазина во Владикавказе или еще чего-то там, он, отец его не имеет. Вот. Дальше, какого вероисповедания отец? Православного вероисповедания. Воспитывался в частном учебном заведении, тоже немаловажно. У отца было прекрасное образование. Вот. Жалование 414 рублей в месяц серебром. Ну, достаточно неплохое жалование того в периода. И вот здесь у нас описывается, идет описание, здесь, правда, с моими пометками, но я думаю, можно показать, то есть весь его послужной список, где он воевал, как отличился, ну и так далее. Вот интересно, если нас интересует Коста Хитагуров, то раздел семьи, то есть холост или женат, в каком, сколько детей и так далее. Жена, значит, осетинка Мария. Это еще мама Коста Хитагурова. Да, первая супруга. Первая супруга. И самое интересное, что часто говорят, что она умерла при родах. Но исследуя данный документ, Коста родился в 1859 году. Документ 1863 года. То есть и здесь она еще живая. То есть она умерла, можно встретить в некоторых источниках, что когда Коста была 2 года, 3 года, значит, вот это больше приближено к правде. Что она не сразу, очевидно, умерла, не сразу при родах, судя по этому документу. Вот. Потому что я думаю, что сведения у них на тот момент были свежие при составлении данного документа, послужного списка, и непосредственно из уст самого отца Коста Хитагурова. Вот. Имеет сына Константина 3 лет. Жена и сын вероисповедания православного. Вот. То есть здесь далее идет какие замечания, штрафы в судах, то есть ничего не имеет, не было и так далее. То есть офицер достаточно... благородный. Здесь вот был ранен он в боях в Дагестане во время штурма одного аула, был ранен ружейной пулей в обе ноги. И слово «ранен» подчеркнуто. То есть это тоже было немаловажно. Ну и так далее. То есть это больше, конечно, будет интересно для военных исследователей, такая узкая тема. Ну, если в общем, чтобы нам понять, кем был отец Коста Хитагурова, что это была достаточно героическая личность. В конце здесь такая заметка: в плену у неприятеля не находился. То есть человек героический, в плен не попал, даже будучи раненым. Но только об отце, да? О матери как-то особо нет, потому что больше, конечно же, о мужчинах писалось. Вот о матери единственная такая интересная заметка, из которой мы делаем вывод, что она не умерла при родах, по крайней мере, ну, судя, исходя из этого документа. Вот. Можно фотографию, так как прямой эфир, решил так представить. Это фотография уже его в старости, в преклонном возрасте. Он еще участвовал в русско-турецкой войне 1877-78 года, где многие остины отличились. И в 1890 году он вышел в отставку. Здесь он с офицерскими погонами, вот, в Черкесске. Так что вот такие какие-то. Спасибо. Но вы занимаетесь... храните память и в научном изучении жизни и подвигов героев Великой Отечественной войны, наших земляков, вот в этом направлении что-то новое? Да, и вообще дело в том, что так как у нас мир не стоит на месте, мы шагаем вперед, да, развиваются технологии,
то я принял решение, достаточно долго спорил со своими друзьями, которые настаивали на том, что мне надо уже переходить, ну, многие знают, что я экскурсии перевожу, и надо уже переходить с общения реального уже в виртуальную плоскость, и в том числе создавать разные группы, ну, где для более широкой аудитории, где был бы более широкий охват. Но в музее еще продолжаются. Конечно, это да, это, но были созданы вот страничка, я не один ее веду, совместно там нас ряд людей, историки, коллекционеры, просто исследователи. Ну, один из таких авторитетных Феликс Сергеевич Киреев, наш известный историк, да, военный. Это группа в Instagram Iron Heroes. Ну, или Ирон, то есть, ну, а с ним поймешь, это Ирон, герой Осетии, а человек, который, допустим, владеет английским языком, Айрон железный, да, железный герой, то есть это привлечет его внимание, и он захочет посмотреть, что же это за железные герои, что это за громкое название. Но я думаю, когда прочитает, ознакомится со статьями на этой странице, поймет, что оно себя оправдывает. Вот. И на Фейсбуке группа, она сейчас растет, уже где-то там 300 участников, это герои Осетии. То есть и там мы пишем, значит, об осетинах, участниках разных войн, в основном Российской империи и Советского Союза. Это несколько поколений, в том числе вот у таких, как отец Косталя Ивановича Хитагурова, как об известных, так и о малоизвестных. То есть так как в команде историки, я все-таки не историк, я пока еще, я не волшебник, я только учусь, да. А там более, конечно, такие профессионалы, знатоки, то подход такой академический, никогда пост не выпускается, пока он не будет неоднократно проверен. И, конечно же, так как это не просто газеты, где печатаются статьи, там важен визуальный контент, мы это с вами понимаем. Приходится очень много сталкиваться с такой проблемой, как фотографии. То есть не всегда они бывают хорошего качества в интернете, допустим, фотографии тех или иных героев. Что-то предоставляют родственники, иногда что-то приходится там реставрировать даже фотографии, колоризировать фотографии. И мы столкнулись с тем, что в ходе поиска, подготовка материала готовится, нам нужна фотография, например, того или иного героя. И в ходе поиска так получалось, что неоднократно мы натыкались на разные интернет-аукционы, где продавались фотографии наших известных земляков. Но цены там, конечно, честно говоря, были космические. И вот благодаря людям, которые нас поддерживают, в том числе и спонсоры, неравнодушные люди, да, просто кто-то бизнесмен, там вот человек, у которого у самого дедушки в Великую Отечественную войну воевали, то он вот выделял средства, и вот нашей команде удавалось эти фотографии выкупать. То есть, ну, естественно, мы отдавали ему в его коллекцию, но дело сейчас не в этом. Дело в том, что очень интересный визуальный материал за последнее время нам удалось вернуть в Северную Осетию. Но вот здесь хочу такая ремарка, почему надели перчатки? Перчатки, потому что вот этот человек разрешил мне публично показать для широкой аудитории, что это не где-то в коллекции будет лежать, пылиться, и вот он Кощей над златом чахнуть, а вот для широкой аудитории, для зрителей Рестон ТВ нашего любимого, ну и потом уже опубликуем на своей странице. Ну, так как начнем по хронологии, хочется представить такие фотографии уникального человека. В этом году мы будем праздновать его 130-летие. Был такой герой русско-турецкой войны Дудар Караев, очень известный человек, но о нем достаточно много написано. И после русско-турецкой войны он вернулся в Санкт-Петербург, там женился на дочке известного дворянина. Родители, конечно, были против, что там за какого-то осетина она выходит, без рода, без племени. Но так как он человек был достаточно героический, он является героем не только России и Осетии, он является героем и Болгарии, и Сербии. Брак у них все-таки состоялся, и вот в этом браке в конце 19 века рождается, собственно говоря, изображенный на этой фотографии Георгий Николаевич Караев, или Юрий. Так как Дудар Караев в крещении был Николай, вот Георгий Николаевич Караев. Учится он в одной из известнейших гимназий Санкт-Петербурга, потом в Павловском училище военном, очень известном, и участвует он в Первой мировой войне, очень героически участвует, вплоть до самой революции. Он был ранен, и одним из первых он вступает в Красную армию, когда она была создана в 1918 году. То есть его биография – это все самые такие основные хрестоматийные события нашей отечественной истории. Вот. Затем он служит в Красной армии, достаточно большой у него такой карьерный рост идет.
И в Великую Отечественную войну он участвует в обороне Ленинграда, так как он там жил. И самое интересное, вот эти фотографии мы случайно нашли 8 сентября, в день 80-летия с того дня, когда замкнулось кольцо под Ленинградом. То есть такое совпадение, нашли фотографии участника обороны Ленинграда. А нашли где? На интернет-аукционе. Цена за них была достаточно большая, неподъемная, и вот поэтому наши друзья, наши спонсоры, мы к ним обратились, и они помогли нам их выкупить. Правда, они хотят остаться неизвестными, но это сделать удалось. Это 2 фотографии очень хорошего качества, снятые фотоателье. На них мы видим изображен подпоручик 145-го Новочеркасского полка Георгий Караев, на одной сам, на другой со своей супругой. Вот это 2 фотографии периода Первой мировой войны. В чем заключается их ценность? В том, что у нас до этого не было изображения Георгия Николаевича Караева периода Первой мировой войны. То есть это на сегодняшний день самые ранее известные его изображения. В основном в интернете фотографии там советского периода. Одна 30-й, одна фотография времен войны и все остальные послевоенные. Но известен он не столько как полководец, хотя он и дослужился до звания генерал-майора в Красной армии и был один из немногих генералов Красной армии, кто не состоял в партии, что тоже очень важно, да, не состоял в коммунистической партии. В конце 50-х, начало 60-х годов именно ему поручают экспедицию Академию наук СССР для того, чтобы установить точное место ледового побоища. И вот он достаточно долгое время в тех местах, где сражался известный святой князь Александр Невский, он занимается исследованиями со своей экспедицией, так как он был военный историк. И этот человек пишет ряд книг по сделанным очень важным открытиям в ходе этой экспедиции, в том числе и именно в его экспедиции под началом Георгия Караева удается установить точное место вот этого того самого ледового побоища. То есть человек такой сделал важнейшее открытие в той эпохе, которая очень важна для нашей истории нашего Отечества, да? Александр Невский, внук Аланской, значит, Святой Марии Сыни, как мы знаем. И в этом году указом президентом празднуется 800-летие Александра Невского. На берегу озера был установлен величественный, красивейший памятник. И, к сожалению, и также в этом году в июне праздновалось 130-летие со дня рождения Георгия Николаевича Караева. И, к сожалению, в Осетии это прошло как-то бесследно. Почему-то у нас об этом человеке мало знают, хотя о нем писало и Российское военно-историческое общество, то есть научная интеллигенция нашей страны широко отмечала эту дату, понимая всю важность и заслуги этого человека, который был осетин, сын такого легендарного отца, как я говорю всегда, преемственность поколений, сам легендарный человек. Вот, допустим, такие фотографии были выкуплены. Что касается Великой Отечественной войны, то была выкуплена вот такая уникальная открытка. Она может быть связана как с войной, так и с советским цирком. Это фотография, фотооткрытка известного наездника, джигита Михаила Туганова, отца Дзараса Тугановой. И это фотооткрытка годов где-то 20-х, и на ней вы можете видеть... бликует, да? На ней вы можете видеть подпись «Солтамбек Туганов», то есть это, очевидно, был его псевдоним тех лет. Тираж 500 экземпляров, то есть это очень мало. Наверное, она одна из, на данный момент, может быть, единственных сохранившихся, известных. Да. То есть их, наверное, до наших дней, я не исключаю, что еще где-то есть, но дошли единицы. И здесь он изображен, значит, в своем таком образе. Черкеска, знаменитая вот эта сейчас, прославившаяся на весь мир благодаря Хабибу Нурмагомедову папаха. И на груди у него какой-то орден. Очевидно, для более такого эффектного создания образа, скорее всего, это персидский орден Льва и Солнца, которым тоже награждали до революции награждались гражданские чины и военные чины наши вот, до революции. И чем известен этот человек? Тем, что он служил в цирке, в московском цирке. Да, он сначала учился у Кантемировых, потом создает свою труппу. Был награжден орденом Трудового Красного Знамени. А в 1941 году, когда он узнал во время обороны Москвы, что под Москвой у Волоколамского шоссе, как раз рядом с дивизией генерала Памфилова, оборону держит его земляк Иса Аплиев, то он добровольно вместе со своей труппой решает отправляться туда, и он участвует в боях вместе с Иса Александровичем Плиевым. У него официальная была должность адъютант генерала Плиева. И на многих военных кадрах, которые, в частности, на вашем телевидении транслируются, вот он вместе с Иса Александровичем Плиевым, там не раз они применяли во время боя трюки джигитовки, что немцев вообще в ужас приводило. И за это, за оборону Москвы, он был награжден вторым орденом Красного Знамени. То есть у нас в наградной системе было 2 ордена Красного Знамени. Боевой
боевое и трудовое. Вот у Туганова эти оба, и за трудовые подвиги, и за боевые. Но так как... А служил он в первом кавалерийском полку, командиром полка был тоже известный командир Шемякин. Михаил Шемякин, отец художника Михаила Шемякина. Вот. Но так как его труппа понесла достаточно большие потери, то командованием было принято решение, то есть они понимали, что еще чуть-чуть, и вот эти казаки, джигиты, наездники, что они погибнут. И вот это же на самом деле великое умение, джигитовка, передающаяся из поколения в поколение. И советский цирк, то есть мы вот потеряем это. Поэтому было принято решение снять их с фронта, образовать ансамбль, и дальше он войну продолжал в качестве ансамбля, то есть выступал перед бойцами Красной Армии. И интересный факт, что Михаил Туганов 2 мая 1945 года вместе с заслуженной артисткой РСФСР Лидией Руслановой выступил перед бойцами Красной Армии на ступеньках Рейхстага вместе со своими казаками. То есть, вот, ну, на самом деле я держу, вот у меня сейчас руки аж дрожат, потому что вот одна такая фотография, а на самом деле за этой фотографией, за изображаем на этой фотографии, какая большая история. Вот. Вот это в скором времени уже отсканировано, и в скором времени мы начнем публикации, да, на наших вот страницах. То есть на самом деле это очень немаловажно, к сожалению, вот особенно если что касается фотографий дореволюционного периода, все это вот так уходило, как у Высоцкого в песне «Богатство наше бывало и всплывало». И поэтому вот это по крупицам очень важно восстанавливать. Но я думаю, все знают, вот, недавно по нашей инициативе тоже депутаты Макиев, Таймазов выкупали достаточно... много экспонатов, касающихся Иса Александровича Плиева из частной коллекции для Национального музея нашей республики. Ну вот, а мы тоже так выискиваем, и тоже благодаря неравнодушным людям, которых хочется поблагодарить, мы покупаем. Фотография, вот она видна, не бликует? Видна, видна. Ага. Вот вы видите фотографию, на ней, значит, изображен полковник русской императорской армии с эполетами, шифровка 38. На самом деле это тоже очень известный остинский генерал Иосиф или Асламбек Тебиев из селения Ладз высокогорного Алагирского района. Человек, который, будучи совершенно обычным остинским мальчишкой из высокогорного селения, добился высот, он дослужился до звания генерал-майора русской императорской армии. То есть заслужил он это все своей доблестью, участвовал в русско-турецкой войне изначально простым рядовым солдатом. Вот здесь мы можем видеть Георгиевский крест за эту войну. И вот так дослужился. Он участвовал в 3 войнах: русско-турецкой, русско-японской и Первой мировой войны. Удивляюсь, конечно, столько знаний, но имена победы была глава, да? В книге «Имена победы» глава об Иса Александровиче Плиеве, да. Твоя глава. Вот нет ли в планах? Мне кажется, уже пора книгу выпускать. Кстати, в главе в том числе нужно было ставить фотографию периода обороны Москвы. Я решил поставить именно фотографию Плиев, комиссар Туликов, Туганов. Они втроем на коне. Туганов так руку гордо в бок держит. И эта фотография у меня шла под кодовым рабочим названием «Три богатыря». Класс. Что касается книги, ну, если честно, это, конечно, большая ответственность, пока на данный момент копятся материалы. Вот. Что касается Иса Плиева, нашего любимого, то, значит, сейчас в Москве планируется презентация этой книги, наконец-таки, «Имена победы», которая никак не могла свершиться из-за пандемии. Затем далее планируется выставка, посвященная 80-летию обороны Москвы и победе в Московской битве. Это грант мэра Москвы Собянина. Представляет это Российское историческое общество. И вот раскрою такой секрет. Проходить она будет в Центральном музее вооруженных сил. И на этой выставке отдельно выдали нам раздел и витрину под Иса Александровича Плиева. Куда в скором времени, надеюсь, отправлюсь, и будем мы монтировать эту выставку, в том числе вот с экспонатами, что-то из частных коллекций, что-то вот депутат Таймазов готов предоставить туда для этой выставки. Выставка пройдет с ноября по 9 мая следующего года. Ну и так как я такой человек, кто-то может сказать, что у меня синдром малой нации и так далее, но я не могу просто одного Иса Плиева. Также там будут и упомянуты еще другие остины, участники обороны Москвы, в том числе Туганов и его джигиты-тугановцы. Спасибо большое. Ну, душа и глаз радуются, когда видишь таких молодых людей. Спасибо тебе за твой настоящий патриотизм. И спасибо за участие в нашей программе. Всегда рада. Спасибо, что пригласили. Спасибо. У нас реклама, далее продолжим.
Продолжаем эфир. 17 октября у въезда в Кармадонское ущелье открытие объекта граффити, посвященного памяти всех погибших и пропавших без вести при сходе ледника Колка в Кармадонском ущелье. Идея принадлежит молодежной организации Иры Фащиват. Сегодня они гости в нашей студии. Добрый вечер. Спасибо вам, что пришли к нам в студию. Вообще, основная цель вашего проекта, вот она в чем заключается? Еще раз добрый вечер. Спасибо за приглашение. И хотелось бы начать наш разговор с самого знаменательного на сегодня, то, что сегодня это день рождения нашего великого Костахи Тагурова, с чем я всех поздравляю. И по теме нашей, в общем, эта идея возникла у нас уже очень давно, воссоздать именно граффити Бодрова на этом месте. Да, безусловно, у нас очень много тех людей, которые не нуждаются, а которые достойны, чтобы им рисовали граффити, чтобы их имя никогда не забывалось. Но конкретно это место, оно было чуть-чуть такое темным, мрачным, что ли, и мы хотели ему, как бы это ни звучало, но чуть-чуть свет ему придать этому месту, потому что ни один человек и ни один турист не проезжал мимо этого места, всегда останавливались, фотографировались. И когда мы приезжали вот с нашим гидом, другом, он у нас очень любит горы, ну, как и все мы, в принципе, любим это дело. И когда мы приезжали на то место, и приезжали туда люди, фотографировались у этого места, они как-то у этого Да, пусть нам гид расскажет. Да. Это лучше тогда. Ну, знаете, как бывали поездки, и вот люди пишут, звонят, вот мы приехали из такого-то города, хотим побывать вот в этом месте, в этом ущелье. И когда я вез их по этой дороге, они были в шоке, какая красота там, какие скалы возле них. Они приехали из таких мест, где вот равнина, где-то там что-то по телевизору видели, где тут вот живу, сила гор. Все вот это, они в восторге бывали. Когда они приезжали и видели вот этот маленький памятник, они были в восторге. Вау, вот как им это все нравилось. А вот сейчас, когда мы уже вот сделали вот какой-то набросок вот этот, да, который вот он еще не закончился до конца, вот эта картина, и вот по интернету она вот уже разошлась, и те же люди мне пишут и говорят: вау, мы специально из-за этого хотим прилететь, приехать, встреть нас, пожалуйста, отвези на это место. Вот это вот вау, вот люди просто в шоке. Масштабно получилось? Прям очень сильно. Прям очень. Да, вот может быть на фотографиях не так получается, но когда вживую приезжаешь, тогда прям проникается. Там именно вот, знаете как, вот эта скала, которая, да, она прям вот, именно вот эта фотография, она вот прям вписывается, вот этот образ, вот, который выбрали вот на фотографии, вот как он смотрит, вот куда-то вот наверх, вот так. А вот изначально, наверное, был какой-то красиво эскиз, получилось. Да, безусловно, у нас был эскиз, мы его много раз переделывали. Конечно, обсуждали. Знаете как, мы очень часто вместе тоже ездили по выходным, там, ну, любители свежего воздуха, хорошего настроения, все такое. И каждый раз, когда мы проезжали, во-первых, эту идею Эрик, эта идея зародилась у него, он мне говорит: посмотри, говорит, как вот здесь, говорит, не хватает, вот на этой скале, вот рисунок был бы его здесь. И мы где-то вариантов 8 примерно так поменяли. Вот сперва так хотели, потом так хотели. У нас очень было много вариантов, как бы он бы там выглядел. Но обсуждали с кем? Вы с профессиональными художниками? С художниками, да? С людьми, которые не профессионалы, которые профессионалы. Просто мнение всех людей. И когда большинство пришло именно вот к этому рисунку, где-то 95%, вот практически вот так могу, да, сказать, все вот выбрали именно, вот остановились на этом, вот прям вот зашло. А почему все-таки граффити? Ну, потому что место такое, памятник жертвам этой трагедии, он уже есть. Он уже есть в Гизеле, то есть смысла нету памятника еще одного ставить. Почему это именно выбрали Бодрова? Я же говорю, что там очень много людей погибло, 124, по-моему, человека на тот момент там умерло.
и всем же не будем ставить памятники. А это общая память всем погибшим. А вот эти всадники, которые внизу под Бодровом, а это уже актерам конного театра, кто там был. А вот это им посвящено. То есть ни фамилии не стали вписывать. То есть общая память для всех сделали. И получается, вот что и привлекает это и туристов тоже, Очень да? сильно. Вот элементарно, пока рисунок вот этот готовился, там неимоверное количество туристов останавливалось, спрашивали, кто, как вы в Инстаграме записаны, как вы, что вы, откуда вы, как вообще вот в шоке были. У них была реакция просто, вы бы просто их лица видели. Но они тут вот просто, я бы... вот представьте, скала, огромная скала, и на ней вот его образ. Вот просто если Но это у нас есть видео, да. да, вживую это Наташа, увидеть, режиссер, да, это показать. вот Угу. прям очень вот Впечатляет. впечатляет. Да, очень. но тут хочется отдельно прям поблагодарить, это прям художников. Они прям А как нашли, молодцы. как вышли, да, почему именно этих художников выбрали? Этих художников мы нашли в интернете, они на Южном рисовали, такую же работу провели, граффити рисовали. И мы вышли на них и предложили, посоветовали с ними, поговорили, и мы им сказали, предложите нам свой вариант, как вы это видите. И они нам предложили вот этот вариант. И потом, посоветовавшись, и решили его. К сожалению, их сегодня тут нету. Мы их очень просили, но они не хотели, сказали, что пускай будет для республики, но мы не хотим светиться. Это Хадиков Заур, большое ему спасибо, и Царенова Виктория. Очень вот, талантливые люди, дай бог им здоровья, молодцы, что вот именно на фотографиях как красиво, но вживую... В жизни еще. В жизни Вот еще чем красивее. сегодня занимается ваша организация «Ирон Фащи»? Наша организация, она общественно-патриотическая организация. Мы постоянно работаем с молодежью. То есть по неволе мы даже как бы стали благотворительной организацией. Вы говорите, потому занимаетесь с молодежью. Где эта молодежь? Где вы с ней занимаетесь? Вы знаете, у нас, я не знаю даже, как это будет звучать, но мы большую часть работаем с той молодежью, с которой сегодня многие не хотят работать. То есть это та молодежь, которая, грубо говоря, не те, которые сегодня умненькие, всех такие начитанные, хорошие, а Но, те знаете, молодежь... А другая молодежь агрессивная слишком. Вот именно, и поэтому с ними никто не хочет работать. А мы больше, наоборот, к той молодежи тянемся. Потому что если сегодня для молодежи, честно сказать, очень тяжелый период, время, и не все видят, многие видят только одну сторону, но мы им стараемся показать и другую сторону, потому что сегодня они видят только в интернете вот эти тиктоки, вот это, как бы это грубо ни звучало, вот это больное время, там, травля последнее время. Да. Только травля. Особенно вот это последнее время, какая травля происходит. И поэтому мы такую молодежь приглашаем к себе, даем им, общаемся с ними, мы им говорим, что вы же можете быть полезными. Вы ее находите? Где она? Где вот эта молодежь? Тут срабатывает больше сарафанное радио. Вот нам говорят, ребят, вот там есть вот такой мальчик, вот в той школе, вот, например, есть такой мальчик. Вот, то есть возраст это школьники? Да. Или старшие? И старшие, но большая часть это школьники. Мы, посоветовавшись, поговорив с их родителями, естественно, просим у них разрешения. Можно мы повлияем? Может быть, мы как молодежь лучше они нас услышат, нежели вы как... Может быть, они вам что-то не договаривают, что-то стесняются. Может быть, они нам больше откроются. А когда людям в таком возрасте ты на них ставишь какую-то ответственность, то есть ты в них открываешь какой-то потенциал, то они уже начинают... получается открывать? Конечно, Были получается, случаи? конечно. Например? И вот сейчас, например, те ребята, которые говорили, а что нам еще делать? Ну вот что нам делать, как не тиктоки снимать? И мы им говорим, а давайте мы вас в следующий раз пригласим на наше мероприятие. А давайте в следующий раз мы вас возьмем с собой, где мы, допустим, помогаем малоимущим семьям. И они говорят, а давайте. И когда мы их брали с собой, они на себе уже ощущали вот эту ответственность некую, и им нравилось. И они сейчас у нас постоянно на связи. Кто-то нас называет старшими братьями, кто-то друзьями. И я понимаю, что всю молодежь мы не спасем, но хотя бы какую-то часть, но нам это удается на сегодняшний мы в это верим. день. Да. Самое главное.
Спасибо. Ну вот вы сейчас сказали о мероприятиях, которые вы проводите. А что это за мероприятия? Можно подробнее узнать? Ну, например, мы проводим, вот сейчас у нас намечается мероприятие, будет уже ежегодное мероприятие, которое на родном осетинском языке мы проводим турнир имени Бола. Полностью турнир проходит на осетинском языке. Мы подготавливаем для детей грамоты, призы. Грамоты полностью бывают на осетинском языке. У нас бывает ежегодная акция «Елка желаний», где мы малоимущим семьям стараемся помогать. То есть Но в конкурсе принимают участие дети, откуда они берут информацию, да, что проходит конкурс. С информацией сейчас проблем вообще не бывает. Вообще информация — это самое легкое, что есть. И сразу появляются желающие. Много этих желающих? Очень много, конечно же. Вот у нас есть своя страничка Ирон Фашиват, где нам очень много обращаются, спрашивают, советуются, консультируются. И по мере сил, возможностей помогаем всем тем. На осетинском языке бывают конкурсы, подарки бывают. Все, даже все, кто участвовали, всем выдают как участникам грамоты. То есть вот так. Но это за счет того, что, наверное, есть спонсоры, да? Ну, знаете как, вот у нас, спасибо большое руководству нашей республики, то есть руководство республики никогда к нам еще спиной не повернулось. Всегда, прежде чем что-то провести, мы подготавливаем план, положение, говорим, вот такое мероприятие мы хотим провести. Как вы на это смотрите? Ради Бога, если хорошее, позитивное мероприятие, почему бы нет? И всегда нам поддерживают, нас помогают нам. Конечно же, самостоятельно это бывает очень сложно сделать. Да. Что сегодня не хватает молодым людям? Вы знаете, это такой вопрос, прям больно. Самостоятельности, я бы, наверное, так сказал. Вот элементарно, недавно WhatsApp на один день отключили, у всех была паника. Раньше люди друг к другу приходили, заходили, искали. Сейчас один день просто нету WhatsApp, и все, у людей, и у взрослых, и у детей паника. Как зависит самостоятельность с интернетом? Ну, как сказать вам, вот элементарно, раньше как мы приходили друг к другу, звали друг друга там, помогали друг другу, вот все это делали. Сейчас вот без телефона, ну вот как-то люди не могут дойти куда-то элементарно, то ли ленятся, то ли дорогу не могут найти, или что, не знаю, как это можно по-разному. Но выход какой, Эрик? Вы знаете, у меня, где молодежь, там у меня бывает прям кровь начинает кипеть. Сегодня с молодежью надо работать. И работать прям очень-очень сильно, потому что я даже не осуждаю, скажем так, у нас есть и хорошая, большинство у нас хорошая молодежь, но есть и, грубо скажем, деградированное общество. Но, в принципе, оно везде есть. И вот если мы в их возрасте, например, нам было достаточно одного слова «так нельзя», то если сегодня родители скажут своим детям «так нельзя», то общество покажет им 100 раз, что нет, так можно. Поэтому сегодня большое внимание нужно уделять своим детям, нужно больше воспитывать, нужно больше времени уделять своим детям. И родителей тут не осудить, потому что родитель, кто работает, постоянно на работе, они стараются как бы обеспечить свою семью. И они думают, что мой ребенок, он защищен. А на самом деле, опять же, современность, 21 век, не все оттуда берут только пользу. Больше любви и больше добра. Больше любви, больше воспитания. Как бы что ни говорил, но в семье нужно воспитывать. Спасибо, спасибо вам за ваши добрые дела. Вам спасибо. Спасибо. Это все на сегодня. Впереди выходные дни. Проведите их интересно и с пользой. До встречи.